Все наши девочки, или, наверное, единственное вопрос. Все наше. Но они же не могут противоречить. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады всех приветствовать в Комсомольском институте развития образования. Сегодня мы вместе с вами проводим круглый стол, который посвящен обсуждению федеральной стратегии развития образования детей с особыми образовательными потребностями. Уважаемые коллеги, к нам присоединяются все муниципальные образования нашей республики. У нас ведется прямая трансляция круглого стола, и мы очень надеемся, что профессиональное сообщество сегодня будет активно включаться в обсуждение федеральной стратегии. Цель круглого стола – формирование профессиональной позиции руководителей муниципальных органов управления образованием, руководителей образовательных организаций и, конечно, педагогов Республики Коми в сфере специального и инклюзивного образования. Мы очень рады, что в работе круглого стола принимают участие профессиональные эксперты, руководители государственных общеобразовательных организаций, представители муниципальных управлений образования, представители профессиональных образовательных организаций Республики Коми и, конечно, представители опорного вуза нашей республики Сыктывкарского государственного университета. Уважаемые коллеги, в ходе круглого стола нами будут рассмотрены вопросы по развитию разноуровневого образования детей с особыми образовательными потребностями, начиная с оказания ранней помощи и реализации дошкольного уровня образования именно для детей с особыми образовательными потребностями. Нам очень важно, что, Татьяна Николаевна, присоединяйтесь к нам, нам очень важно, что сегодня мы должны внести профессиональные предложения, которые позволят нам заявить нашу позицию на федеральном уровне. И мы надеемся, что данная позиция будет консолидированной. И мы очень рады, что сегодня принимают участие в круглом столе представители Министерства образования, науки и молодежной политики нашей республики. Максим Алексеевич к нам присоединится минуты через 2-3. И Татьяна Николаевна Казакова, конечно, один из самых активных профессиональных наших экспертов, который сегодня представляет позицию региона уже на федеральном уровне. Уважаемые коллеги, я знаю, что многие из вас уже обсуждали на различных уровнях проект данной стратегии. Я хочу внимание обратить на те проблемы, которые заявлены в стратегии. Итак, уважаемые коллеги, стратегия направлена на решение следующих проблем. Обозначено, что сегодня в Российской Федерации отсутствуют единые подходы в организации ранней помощи и координации деятельности различных ведомств и организаций, которые реализуют раннюю помощь детям и семьям. Также в стратегии обозначено, что недостаточно структур первичной коррекционно-педагогической помощи в шаговой доступности от мест проживания семей с детьми группы риска. Третья проблема – это дефицит специалистов психолого-педагогического сопровождения и в первую очередь дефектологов для работы с детьми с ОВЗ. Четвертая проблема, которая заявлена в стратегии – отсутствие единой системы подготовки и повышения квалификации специальных
педагогов, дефектологов и специальных психологов. К сожалению, обозначен так, что не оправдался переход на подготовку дефектологов в структуре бакалавриата. Пятая проблема. Недостаточное количество специальных школ и классов, которые за счет расширения своего функционала могли бы стать значительным ресурсом для развития и модернизации инклюзивного и специального образования для детей с особыми образовательными потребностями. Также обозначается, что недостаточная преемственность между отдельными ступенями образования затрудняет процесс непрерывного образования детей. Следующая проблема – это недостаточное финансирование специальных условий обучения, наличие ошибок и неадекватных решений при реализации инклюзивного образования в образовательных организациях всех уровней. Следующая проблема – это отсутствие в образовательных организациях универсального образовательного дизайна образовательной среды. И проблема, которая впервые, наверное, появилась так значимо, которая звучит в стратегии, это невозможность обучения в условиях билингвизма, обучения на основе жестового языка с одновременным формированием и развитием словесной речи. Уважаемые коллеги, вы все данные проблемы взяли в стратегии. Мы понимаем, что именно благодаря данному документу мы действительно сегодня понимаем, что проблемы, они уже осознанно должны решаться на уровне не только федерации, на уровне республики и на уровне каждого муниципалитета. Для того, чтобы все решения административные и профессиональные были приняты, должен появиться данный документ. Поэтому мы очень благодарны Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми, которые пригласили нас на обсуждение данного проекта еще на уровне ВКС-связи заместителя министра просвещения Российской Федерации Юлии Синюгиной. И сегодня я знаю, что многие коллеги уже готовы представить свои профессиональные предложения именно по тому официальному документу, который мы должны направить на уровень Министерства просвещения. Уважаемые коллеги, это должна быть наша консолидированная профессиональная позиция. Итак, уважаемые коллеги, мы обозначили с вами цель нашего круглого стола, проблема, которая обозначена в стратегии. И я передаю слово Татьяне Николаевне Казаковой для обозначения той роли органа исполнительной власти и, конечно, той процедуры активизации нашей деятельности, которая заложена в стратегии, как, наверное, основной путь, который предполагается, что даст нам в дальнейшем результат, который к 2030 году мы должны уже с вами вместе осознавать как наш профессиональный результат. Татьяна Николаевна, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Галина Владимировна. Добрый день все уважаемые участники круглого стола. Действительно, стратегия очень важный документ, и хорошо, что она появилась. Мы, как орган исполнительной власти, конечно же, внимательно ее изучили, рассмотрели и понимаем, что данный документ является действительно стратегическим и определяет основные направления именно в развитии инклюзивного образования, специального коррекционного образования, ставит перед нами определенные задачи, приоритеты, направления, в рамках которых мы должны двигаться. Но если внимательно ее прочитать, то я думаю, что вы увидели, что здесь те направления, которые у нас реализуются, то есть это все, конечно же, мы осуществляем, но здесь как раз появляются те направления, которые связаны с реализацией национального проекта образования и наших региональных проектов. В рамках наших двух региональных проектов как раз и заложены два направления, которые в этой стратегии указаны. Прежде всего, это региональный проект поддержки семей, имеющих детей, в рамках которого каждый родитель ребенка от 0 до 18 лет имеет возможность получить квалифицированную помощь, касающуюся всех вопросов обучения и воспитания своего ребенка, и в том числе ребенка с особыми образовательными потребностями. Здесь вы видели, что одна из задач как раз повышение компетентности родителей в вопросах образования и воспитания ребенка. То есть это направление, оно у нас уже взято на вооружение, мы в его развитии работаем, и поэтому стратегия его как раз включает.
И второй региональный проект это «Современная школа». Он касается обновления материально-технической базы специальных коррекционных школ. В течение всего проекта у нас запланировано, что все 20 коррекционных школ обновлят свою базу для того, чтобы дети получали качественное образование и, кроме того, чтобы у них развивались навыки при изучении предмета технологии и других учебных предметов. То есть я думаю, что стратегия появилась совершенно не случайно, она как раз интегрирует, получается, объединяет и национальный проект образования, вместе с ним стыкуется, ну и плюс еще раз указывает нам данное направление. Поэтому вот мы внимательно изучили и ждем, конечно, от вас конструктивных предложений, потому что свои предложения мы тоже представим. Большое спасибо. Я предоставлю Максиму Алексеевичу, чтобы поприветствовали всех участников круглого стола. И я хочу напомнить, что с нами работает все муниципальное образование нашей республики. Коллеги, доброе утро. Извините за опоздание. Были на мероприятии. Сегодня открылся буквально «Лидер 21 века». И одна из задач этого конкурса как раз поддержка молодых лидеров. Но хочу сказать, что совмещаем сегодняшнее наше мероприятие с «Лидером 21 века». Хочу сказать, что на большинстве молодежных мероприятий и детских мероприятий очень большое внимание уделяется участию в них детей с инвалидностью, молодых граждан с инвалидностью. Мы такую задачу для себя ставим, и те молодежные форумы, и те образовательные организации, образовательные форумы, которые будут, мы особое внимание будем уделять детям с инвалидностью. Ну и, как сказала Татьяна Николаевна, большая роль родительской общественности в понимании образования с особыми образовательными потребностями детей. Также хочу сказать, что в ближайшее время подобный круглый стол, наверное, уже по итогам обсуждения в регионах пройдет на площадке Государственной Думы. И на эту площадку планирует Наталья Владимировна поехать, ну, в любом случае представители министерства. Я думаю, что те предложения, насколько грамотно и эффективно мы их предложим, они также могут попасть в итоговую стратегию по работе с детьми с инвалидностью. Поэтому желаю нам успехов. С вами постараюсь быть до конца. И также, если что-то получится, тоже готов и принять, и обсудить, и дополнить. Так что успешно работаем. Спасибо, Максим Алексеевич. Я хочу напомнить, что сегодня по итогам заседания круглого стола была сформирована резолюция. Это документ, который мы рассматриваем как основу для представления наших предложений на уровне Российской Федерации. И я думаю, что, уважаемые коллеги, мы будем передавать слово нашим экспертам, потому что я знаю, что у многих уже профессиональная позиция сформирована, и есть предложения, которые сегодня направлены именно на, может быть, корректировку, внесение дополнений в тот документ, который мы сегодня обсуждаем. Уважаемые коллеги, я хочу предоставить слово Светлане Андреевне Улановой. Светлана Андреевна, может быть, да, по определенным блокам, уважаемые коллеги, я буду передавать слово именно по структуре стратегии. Со стратегией вы, уважаемые коллеги, хорошо знакомы. У нас была обозначена повестка, и я думаю, что мы именно в рамках данной повестки круглого стола и будем передавать слово экспертам. Здравствуйте, дорогие участники круглого стола. Я так понимаю, что это такой живой диалог, и все предложения, которые будут звучать, они еще будут, Галина Владимировна, обрабатываться. Поэтому мы можем позволить себе предложения в достаточно свободном режиме формулировать, а они потом дополнительную экспертизу будут проходить. Но я бы хотела сначала отметить и выразить от лица тех, кто будет участвовать в реализации этой концепции, благодарность Институту коррекционной педагогики за то, что они вообще разработали такой важный на сегодняшний практикоориентированный документ, в котором впервые были обозначены болевые точки инклюзивного образования. Очень четко просматривается важность участия родительской общественности в этом процессе. Ни в одном документе до сегодняшнего дня этого направления не было. И очень четко скоординирована теория и практика. То есть документ, он, конечно, рамочный, но он все-таки практикоориентированный. Спасибо, коллеги, что обратили на это внимание, этот документ увидел свет. Теперь, что мне бросилось в глаза в качестве объектов, которые, возможно, следует откорректировать. Сама концепция носит название концепция образования, да, если мне память не изменяет. А сам характер концепции, где предусмотрена ранняя помощь и анализируются болевые точки, положительные и, так сказать, отрицательные тенденции развития инклюзии, они четко указывают на межведомственный характер этого документа и на межведомственный характер его реализации, если будет потом впоследствии
план реализации. Я думаю, что он будет, об этом говорилось. Поэтому я считаю, что межведомственный характер надо обозначать сразу, потому что мы одни эту концепцию реализовать полномасштабно не сможем. Это первое замечание. А дальше, вот там появилось впервые понятие, возможно, кто читал внимательно, интеграционный класс. Это класс, в который будут вводиться дети с особыми образовательными потребностями предварительно перед инклюзивным введением в общий детский коллектив. И там это сформулировано очень обтекаемо, как, так сказать, консолидация детей одной нозологии предварительно. Ну, то есть мне кажется, что в этот момент надо доработать, уточнить, что туда включает это понятие интеграционный класс, с тем, чтобы как механизм его можно было использовать. Впервые появился такой термин, как образовательный дизайн. Этот образовательный дизайн у нас ни в каких документах нигде больше не прописан. Что имеется в виду под образовательным дизайном, мне кажется, тоже надо внести уточнение, потому что кто-то будет видеть под этим разноцветные стены, кто-то какие-то другие моменты. А положение о том, что под все виды нозологии надо адаптировать образовательную среду, включая коридоры, вообще, мне кажется, не очень профессионально, потому что взаимоисключающие требования по разным нозологиям есть. То есть мне бы хотелось вот больше четкости в понятийном аппарате, потому что это как раз и есть то такое вот практическое звено, которое потом ляжет в основу плана, который мы будем реализовывать. Ну вот на такой вот при первом анализе вот эти моменты, да, я бы уделила, возможно, больше внимания детям с расстройством аутистического спектра. Может быть, есть смысл ввести понятие аутопедагог. У нас сегодня есть понятие тифлопедагог, олигофренный педагог, у нас сурдопедагог. Да? А вот кто должен заниматься детьми с расстройством аутистического спектра, которых мы уже 2 года пристально выделяем из общей среды и понимаем, что им нужны особые условия, и какие категории, какие вообще компетенции нужны специалисту, и что это за специалист. Олигофренный педагог нет. Да? То есть, возможно, есть смысл рассмотреть и впоследствии и как образовательный стандарт для такой специализации, как аутопедагог. Ну, то, что лежит на поверхности пока. У меня все. Спасибо. Спасибо, Светлана Андреевна. Уважаемые коллеги, каждый национальный проект имеет свой глоссарий. И вот, наверное, об этом тоже мы можем говорить, потому что действительно, когда понятийный ряд, он понятен всем, я думаю, что результат он будет более успешен. Андрей, это очень хорошее предложение. Уважаемые коллеги, я передаю слово Олегу Владимировичу. Олег Владимирович, пожалуйста, вам слово. Без микрофона, наверное, слышно, да? Обязательно, да? Все понятно. Ну, рад приветствовать всех присутствующих, всех, кто, как говорится, в сути этой проблемы. Хотел бы, ну, единственное, что от себя добавить. Светлана Андреевна сказала очень хорошую фразу по поводу того, что надо сделать акцент на интеграционном классе, так называемом, да, чтобы он не носил чисто формальный характер, то есть как бы его, если его ведут, то его ведут, дети будут там, скажем так, какой-то период проводить, да, и чтобы это было, опять же, повторюсь, не формальным каким-то вот пребыванием ребенка там, да, а чтобы вот именно он выполнял свою функцию. То есть для того, чтобы, находясь в этом классе, да, ребенку был какой-то, как сказать, может быть, подход какой-то с пристрастием, что ли, да, в кавычках говорю. То есть уделялось ему внимание для его дальнейшего определения, то есть для дальнейшего выбора маршрута. Совершенно верно, да, для дальнейшего выбора его маршрута. Потому что, как мы видим из сегодняшней ситуации, да, то, что когда мы говорим про инклюзию, когда ребенок попадает в муниципальную школу с какими-либо расстройствами, да, либо с какими-то отклонениями здоровья, ну, конкретно тому пример, это те дети, которые после муниципального учреждения приходят ко мне. Когда ребенок приходит в 1 класс, ну, один из примеров, становится там белой вороной, потому что он где-то что-то, ну, по моей специфике, где-то не дослышал, где-то упустил. Из общего количества 30 человек в классе, да, ну, примерно, мы знаем наполняемость класса, там и до 37 даже бывает в муниципальных учреждениях. Вот, этот человек, этот ребенок, он, ну, скажем так, на сленге обрастает комплексом. Это ни для кого не секрет, от чего он получает неврозы и так далее, и так далее. Вот, мы получаем этого ребенка после инклюзивного класса, ничего плохого против инклюзии не имею, но на данный момент мы получаем то, что мы получаем. Вот. Ну и, соответственно, опять же, возвращаясь к этим интеграционным классам,
Ну вот если они будут работать, и они будут работать правильно, то я думаю, это неплохое начало нового, может быть. Вот. Ну и говоря о межведомственном взаимодействии, хотелось бы правильно еще раз сделать на этом акцент, потому что в свое время, будучи в Вологде с Виталием Васильевичем, проходили там обучение, и у нас был проект по поводу, то есть в этом проекте говорилось о том, чтобы формирование доступной среды, всем нам похожие вот эти вот словосочетания, тезисы, всякое разное. Вот. И одним из немаловажных в этом проекте, то есть мы делали акцент на том, что чтобы было больше внимания и уделялось внимание именно межведомственному взаимодействию. Да? Потому что на данный момент мы тоже знаем, что не каждого ребенка после получения им образования в школе, конкретно вот про свое учреждение говорю, да, ребенка не всегда охотно берут на более высокие ступени обучения. То есть это муниципальную школу, к нему относятся немножко вот как бы вот, ну он не такой, как все. Потом он идет в специальное какое-нибудь учреждение, получает профессию. Опять же, да, не все учреждения берут с охотой. Вот, но практика показывает то, что все-таки если родители занимаются, опять же мы говорим о родителях, переходим плавно, да, те родители, которые адекватно воспринимают своего ребенка, которые взаимодействуют, опять же, с учреждением, с администрацией, мы работаем с этими родителями, мы учим этих родителей, как жить, как правильно вести с ребенком, мы рассказываем этим родителям про их же детей, как бы это ни смешно не звучало, потому что некоторые родители иногда не в теме, грубо говоря. Вот, в принципе, как бы вот у меня все. Если тезисно и кратко. Спасибо, Олег Владимирович. Уважаемые коллеги, мы рассматриваем следующий раздел, это развитие дошкольного образования. Я очень рада, что вместе с нами все работает Юркова Ольга Викторовна, директор детского сада номер 8 города Сыктывкара. Ольга Викторовна, я прошу представить предложение именно по этому разделу. Спасибо. Добрый день, коллеги. Добрый день, коллеги. Я начну с того, что порадовало душу и что обрадовало разум. Самое первое, стратегия начинается с того, что ответственность теперь определяет государство в первую очередь за родителями. И очень хорошо, потому что мы знаем в практике, что до сих пор сохраняется у родителей определенное потребительское отношение к образованию, а буквально с первых строк тут написано, что это ответственность родителей. Это замечательно. Второе, что мне хочется сказать, что опять-таки радует душу, мы очень долго во всех программах указывали, как один из факторов риска существования нашего образовательного учреждения, это становление инклюзивного образования. И когда долго шел спор, что лучше, инклюзивное образование или все-таки сегрегация, мы все время спорим с общественниками по этому поводу и доказываем, что мы имеем право на существование, и мы замечательно работаем с детьми. Одному ребенку, может быть, можно быть и в инклюзивном классе, и в инклюзивной группе, а другому ребенку нужно быть в специальном коррекционном классе или группе. Вот теперь здесь прописано, что мы все имеем право на существование и будем хорошо работать все вместе. И, наверное, уже спорить по этому поводу не будем. Так, вот по поводу взаимодействия, по поводу межведа. Мы были счастливы, когда у нас в ПМПК были медики до 2011 года. Теперь у нас медики, у нас нет консилиума медиков, наши внутренние, нет, у нас в ГРУ, у нас в саду наш врач-невролог и врач-ортопед, они участвовали в консилиуме, и они нам давали очень важные рекомендации по противопоказаниям, чего ребенок, какие нагрузки должны быть для этого ребенка. С 2011 года у нас, понятно, если мы их пригласим, они придут и поговорят с нами, но у этих же людей должностных этого нет. И у них свои обязанности достаточно большие, если мы еще будем их расширять. Следующее. Что самое главное, что особенно интересно в этой стратегии? И мы обрадовались, мы хлопали в ладоши, когда пришел документ изменения 10.14, изменения и дополнения, где действительно впервые были прописаны нормативы для специалистов и нормативы по группам. Вот как этот вопрос будет решаться, если сегодня мы посчитали по нормативам в нашем детском саду должно быть 87 человек, а у нас их 152.
Да? Из этих 152 детей 82 это дети со статусом ребенок-инвалид. А сегодня финансирование образовательной программы идет в соответствии с количеством детей. Представьте на ребенка, у которого тяжелая множественное нарушение развития. Он точно так же на реализацию программы получает 603 рубля на целый год. Хотя ему прописан и дефектолог, по МПК определили дефектолога, по МПК определили логопеда, а еще у нас сегодня появилось много детей с нарушениями зрения и нарушениями слуха. Мы эту проблему решаем внутри. Таким образом, у меня сегодня дефектологи, 3 дефектолога получают дополнительное образование тифлопедагогов. 2 стоят в очередь на то, чтобы получить дополнительную специальность сурдопедагогов. То есть вот как раз то, что сказала Светлана Анатольевна, нужны какие-то новые специалисты, и в стратегии новый специалист прописан, педагог-дефектолог. Кто это такой, наверное, нам когда-то расскажут. Пока стратегия обозначила, а что внутри, какое содержание, непонятно. Но мы уже радуемся тому, что есть. И, наверное, кто бы ни говорил, на каких уровнях, это главная проблема финансирования. Сегодня те программы, адаптированные образовательные программы, примерно адаптированные образовательные программы, которые вышли уже, там у всех есть раздел финансирования, есть формулы, как должно просчитываться финансирование, но реально на сегодня, кто это делает и кто это вообще должен делать, мы благодарны муниципалитету, они изо всех сил нас содержат, но такое образовательное учреждение, как у нас, наверное, муниципалитету сложно содержать, или какие-то должны быть дополнительная какая-то помощь. Вот. И сейчас пару слов, и я закончу. Вот то, что прописано про уровень дошкольного образования, без ложной скромности скажу, что, наверное, на сегодняшний день мы практически все предложения, которые там прописаны, мы на уровне образовательного учреждения реализовали, да, или уже реализуем. Мы пытаемся родителей тоже перестроить, мы теперь за 2 года до того, как от нас ребенок уйдет, мы начинаем им давать всю информацию по городу, где какие классы открываются. Мы в Лемью возим систематически, они смотрят там условия и уже принимают решение, куда пойдет ребенок. Ну и последнее, наверное, нам бы хотелось тоже с школьниками, мы детей выпускаем, и мы бы предложили учителям, которые будут наших детей брать, ну, приходите ли как-то знакомиться заранее с теми детьми, какие у нас. Что? Предложение как ставить? Вот надо решить просто механизмы финансирования какие-то другие должны быть. Да, большое спасибо. Мы из вашего профессионального сейчас мнения постараемся вычленить именно как позицию, которая в резолюции... Уважаемые коллеги, тоже будет представлена. Спасибо большое. И в продолжении данного раздела, обсуждения данного раздела, я передаю слово Светлане Александровне Захаровой, директору Сыктывкарского специализированного дома ребенка. Спасибо, Галина Владимировна, большое спасибо за приглашение на круглый стол, тема очень важная. И я не директор, главный врач. Да, наше учреждение относится к системе здравоохранения, но я очень вам признательна за то, что я нахожусь здесь, потому что вот сейчас полностью я погрузилась не так давно в это учреждение, я проработала достаточно долго, больше 30 лет в детской поликлинике, поэтому, в общем, конечно, взаимоотношения у нас и взаимодействие всегда было очень тесным именно с образовательными организациями. И как педиатр я, конечно, вижу в этом очень большой плюс, что в стратегии прописано, именно большое внимание уделяется именно межведомственному взаимодействию. Это всегда слово везде присутствует, во всех, в общем-то, нормативных практически документах. И это слово, я думаю, что достаточно словосочетание самое сложное, что только может быть. Отработать вот это вот именно межведомственное взаимодействие, отработать вот ту маршрутизацию правильную с самого, можно сказать, мы педиатры с рождения, сейчас очень хорошо, что это услуги ранней помощи, да. Далее основная задача наша, и дом ребенка занимается оказанием услуг ранней помощи вот уже 1,5 года, имеем определенные наработки, видим в этом определенные положительные моменты. И главное потом дальнейшая маршрутизация ребенка для получения образования в образовательную организацию. И
сталкиваясь с детьми-инвалидами раньше по работе, по своей предыдущей и по нынешней работе, я вижу, что большинство детей, конечно, не готово уйти в образовательную организацию. И очевидно, я думаю, что это будет потом прописано в нормативных документах, обозначено, что эти дети, возможно, будут получать какие-то другие формы образования. И думаю, что предстоит очень большая работа, и именно совершенно четкое вот это межведомственное взаимодействие. И положительное, конечно, то, что здесь написано, что развитие активного вот этого взаимодействия именно в интересах ребенка в стратегии указано с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. И думаю, что будут проблемы у нас, потому что не секрет, что кадровая ситуация с медицинскими работниками в образовательных организациях еще недостаточная у нас, и с этим тоже нужно будет каким-то образом решать вопросы, потому что понимаем, что достаточно сложно сопровождать педагогам, оказывать им первую помощь, хотя это есть в федеральном законе детям-инвалидам. Есть достаточно сложные заболевания. Я знаю, что есть проблемы сейчас с эндокринными заболеваниями, с сахарным диабетом для детей. То есть очень индивидуальный подход должен быть. Конечно, стратегии это всего невозможно прописать, мы понимаем это. Стратегии это вот основные направления, которые заданы. И даже вот на первый взгляд я не могу, так сказать, со своей отрасли внести что-то, да, потому что нужно еще обсудить, я думаю, что вижу для себя обсуждение стратегии еще среди медицинского сообщества. И, возможно, тогда появятся еще у нас какие-то предложения. Я думаю, что предложение у меня будет именно такое, чтобы собрать предложение после обсуждения с медицинским сообществом этой стратегии. Я думаю, что они будут. Да. Александровна, мы принимаем ваше предложение. Очень хорошо, что мы сегодня говорим именно о межведомственном взаимодействии. Я думаю, к нам подключится и Министерство здравоохранения нашей республики, и Министерство труда и социальной защиты нашей республики. Я думаю, что мы комплексно еще подойдем ко всем тем направлениям, которые мы сегодня обсуждаем, и проект резолюции мы коллегам, конечно, направим. Уважаемые коллеги, мы переходим к обсуждению следующих разделов. Раздел следующий звучит так: развитие образования детей младшего школьного возраста, среднего школьного возраста и старшего школьного возраста. И я прошу подключиться к нам Любовь Александровну для внесения предложений именно в данные разделы. Добрый день, уважаемые коллеги. Я бы хотела, чтобы в нашу стратегию внесли, проект глоссарий и такие дополнения. Что разграничение, что такое дошкольное образование, младший школьник, здесь указано средний и старший школьник. По большому счету, по дошкольному образованию, наверное, все-таки там понятно. А что подразумевается младший, средний и старший, здесь нужно, чтобы дали нам пояснение. Это первое. Второе. Указано, что коррекционные школы должны быть ресурсными центрами. Я абсолютно согласна с этим. Однако все-таки ресурсный центр нужно сделать, чтобы он все-таки был. И был неформальным, что так, там пришли педагоги на какое-то мероприятие, мы разошлись и все. На этом должна сконцентрироваться разная категория детей. Тех же дошкольников, младших, как здесь разграничение идет. Вот, например, на базе интерната Орловского, так скажем, создать такой ресурсный центр, в котором бы проходило обучение дошкольников, опыт вы можете перенять, школьников и так далее. То есть вся категория детей. Но не только сирот именно, а и приходящих деток. Почему эта мысль стала такой яркой? Я во время поездки в Москву сейчас разговаривала с директором Тульской школы-интернат. 180 детей, и там у них 180 детей, все разные категории детей охвачены этими услугами. Это очень приятно. База, они сказали, шикарная у них. За счет чего, сразу спросила.
В Туле очень хорошие спонсоры. Вот, к сожалению, не записала директора, потому что при чае разговаривали уже. И база отличная, она восхищается. Это ведь редко, когда директор говорит, что моя база отличная, я вот довольна, у нас такие спонсоры. Мы всегда на что-то жалуемся, да? Так, это второй. То есть ресурсный центр должен быть все-таки ресурсным центром. И следующее. Все-таки, чтобы ресурсный центр существовал, у нас должны быть педагоги. О чем уже мы это и говорим. Не просто психолог, а психолог, который специализировался на дошкольном образовании. Затем психолог, который начальное звено, среднее и так далее. То есть вот это глоссарий, чтобы нам уже было точно ясно. В этой же Туле, вот на 180 детей, 4 психолога, 4, где-то это видано. У нас один, который разрывается между всеми. Это второе. И третье, и, наверное, для меня это очень важно, нужно пересмотреть и записать стратегию. Это изменение недельной нагрузки специалистов, в частности тьютеров. У него недельная нагрузка 36 часов. Ни один дефектолог, ни один учитель не пойдет на это. Нужно или прописать, как я вот думаю, как у педагога-психолога, 18 часов работы с детьми, 18 часов методическая работа. Тогда мы сможем заинтересовать тьютером идти кого-то. Но на сегодняшний день ни одного желающего нет. Кроме того, условия, обязательный педагогический стаж 2 года, да, это, ну, вот тоже надо убрать, потому что заинтересовать мы можем только молодого специалиста, который пришел, который еще чем-то горит, а если он 2 года проработает учителем, то он однозначно в тьютера уже не пойдет. То есть вот у меня такие предложения. И, конечно, сейчас хотелось бы сказать, это нашему Министерству образования, очень хочется новое коррекционное учреждение, большое, которое соответствует САПИНам, который прописывает. И это немаловажно, да. И тогда бы мы с вами, наверное, были бы с флагом и говорили бы, самая лучшая республика. Спасибо, Любовь Александровна. Мы передаем слово Орловскому Виталию Васильевичу. Продолжение обсуждения данных материалов. Как мы это все сделаем? Всем добрый день, уважаемые коллеги. Конечно, я совсем согласен, что уже было сказано, да, коллегами и специалистами. Действительно, каждый сказал свою точку зрения. Я думаю, что у каждого задачи, ну, я сказал, даже проблемы, они одинаковые, потому что так мы в одной команде с вами. Я думаю, что действительно их нужно решать при каком-то либо взаимодействии. Потому что на самом деле, то есть да, как говорят, у Орловского создателя, Орловский не против, но нужно нам все вместе объединиться. Потому что в данной ситуации действительно, я не скажу, что база отличная, но она хорошая. То есть чем хорошая, да, то есть тем, что действительно есть помещение. На сегодняшний день мы реализуем федеральный проект, да, то есть мы были участниками вот 3 года тому назад в гранте, то есть и в рамках, говорим, если про безопасность наших деток по правилам дорожного движения, мы тоже готовы сотрудничать. Ну да, может, в какой-то степени оно не такое, тоже на сегодняшний день взаимно, то есть я как руководитель, как мои специалисты, то есть мы действительно выходим там в детские сады, в муниципалитеты ближайшие, которые у нас находятся, для того, чтобы действительно не мы, то есть этот проект, он не для нас, он для всей нашей республики, и мы на сегодняшний день готовы его реализовать. Да, он реализуется, мы ежегодно отчитываемся за него, то есть, ну вот, как бы просто вот по данной стратегии, то есть я готов тоже всех вас услышать, то есть принять там ваши заявки, чтобы вы действительно смогли его реализовать. Да, сделать площадку тоже, я еще раз повторюсь, закон, но давайте как-то все совместно, потому что на сегодняшний день на самом деле детки у меня и проживают, и обучаются, то есть да, детки с каждым годом приходят тяжелые, с различными нарушениями. Да, если раньше были у нас детки с ОВС, как вы помните, там собственно осталось, у кого-то легкое, у кого-то там тяжело. То есть сейчас действительно каждый подход к каждому ребенку он индивидуален. Да, то есть здесь огромное спасибо нашему учредителю, педагогам, которые действительно находят индивидуальные подходы, чтобы у каждого ребенка выявить ту изюминку для того, чтобы действительно его социализировать и подготовить его к самостоятельной жизни, когда он уже у нас будет выпускаться. То есть здесь мои пожелания, говорю еще раз, действительно взаимодействие. Ну, а те задачи, там, что со штатом, то есть они у всех едины, я думаю, что помощь она будет оказана, как и чтобы действительно вести такие должности, как тьютера, и что сопровождение, так сказать, было индивидуально и тому подобное. Спасибо.
Спасибо, Виталий Васильевич. Очень важно, что в механизмах реализации стратегии как раз обозначены именно те предложения, которые вы сегодня озвучивали. Сегодня на уровне каждого субъекта должны быть созданы ресурсные центры. Баба Александровна, конечно, я очень рада, что мы сегодня понимаем, что у нас есть условия для создания ресурсных центров и полноценного их функционирования. Это очень важно. Спасибо, уважаемые коллеги. Следующий раздел, который мы обсуждаем, носит наименование «Развитие профессионального образования и обучения лиц ОВЗ и инвалидностью». Ларисе Васильевне Волощук я передаю слово директору Сыктывкарского политехнического техникума. Добрый день, уважаемые коллеги, рада всех приветствовать. Хочу напомнить, что наш техникум более 25 лет уже занимается профессиональным обучением деток с ограниченными возможностями здоровья. В принципе, нужно отметить, что наше направление – это инвалиды по слуху, но в последнее время мы набираем группы, где детки с разными нозологиями. Хочется сказать, что мы абсолютно уверены, что именно правильный выбор профессии говорит об успешности и дальнейшей социализации данной категории. Поэтому вопрос о правильной профориентации, он действительно должен начинаться уже с раннего школьного возраста. И в стратегии очень много вопросов расписано. Хочу сказать, что именно профессиональное образование в принципе выполняет все те направления, которые указаны. Но, конечно, по каждому направлению есть над чем еще работать. Вот вопрос ранней профориентации, действительно, нужно обратить внимание и на перечень профессий, на возможность получения данной профессии с учетом тех заболеваний и возможность дальнейшего трудоустройства. Вот это один из таких пожеланий у меня. Хотелось бы и пересмотреть перечень профессий, как-то актуализировать его. Потом, если мы говорим о работе с родителями, действительно прослеживается такой фактор, как потребительство. Очень многие родители почему-то считают, что профессия, это просто некая форма развлечения ребенка, чтобы он не находился дома в четырех стенах, а работать он потом все равно не будет. Вот на это тоже нужно обратить внимание и действительно еще работать с родителями. Если мы будем говорить о условиях, которые создаются в профессиональных образовательных организациях, естественно, мы стараемся выполнять требования федерального государственного образовательного стандарта. Требования по созданию условий по определенным нозологиям. Но наши штатные расписания все-таки формируются из требований к учреждениям среднего профессионального образования. Мы не являемся какими-то специализированными учебными заведениями. Поэтому вот это одна из сложностей, что, возможно, мы не обладаем необходимым набором кадров, который должен сопровождать образовательный учебный процесс таких категорий граждан. Вот. То есть у нас свои нормативы. Мы действительно такое учреждение, и вообще все учреждения среднего профессионального образования, где действительно реализуется инклюзия. Детки учатся в общих группах, максимум, что это действительно с инвалидностью по слуху, мы их выделяем в отдельную группу, обучение идет с сурдопедагогом, но тоже нужно отметить, что педагог у нас уже предпенсионного возраста, выйдет на пенсию, тоже не будем знать, что делать. С кадрами, конечно, специализированными это трудности. А так, в общем-то, нужно сказать, что мы готовы действительно работать по тем направлениям, которые указаны в стратегии. Где-то, может быть, усилить нашу работу и межведомственное взаимодействие, вы видите, чтобы вышло на новый уровень. Вот мы сидим рядом с Олегом Владимировичем, и действительно хочу сказать, анализируя 25 лет совместной работы, даже помню тех наших первых выпускников вашей школы, которые у нас учились, может быть, действительно не на должном уровне организована преемственность. Да, надо задуматься нам.
Да, и вот как раз 16 мая будет конференция инклюзивное образование. Пользуясь случаем, хочу пригласить на площадку нашего техникума всех желающих, кто хочет посмотреть мастер-классы, уроки, отрывки уроков и воспитательных мероприятий именно с упором для деток с нарушением слуха, непосредственно Олега Владимировича, педагогов его школы. И, может быть, действительно это будет площадка для обсуждения вопросов по преемственности выстраивания наших взаимоотношений. Стратегия актуальна, еще раз хочу отметить, действительно есть над чем работать. Спасибо. Спасибо, Лариса Васильевна. И очень важный, Лариса Васильевна, вопрос уже данный затронула, это, конечно, рассмотреть кадровые механизмы реализации стратегии. Уважаемые коллеги, это отдельный раздел стратегии. Я хочу вам напомнить, как они здесь обозначены. Это разработка и введение профессионального стандарта педагог-дефектолог. Это перестройка системы профессиональной подготовки кадров, которые необходимы для решения масштабных задач стратегии. Это обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов, специальных педагогов, дефектологов, специальных психологов, владеющих современными технологиями в рамках междисциплинарной команды специалистов. Дальнейшее повышение престижа профессии педагога-дефектолога, специального психолога, воспитателя, создание атмосферы уважения к педагогическому труду, разработка мер по его поддержке. Уважаемые коллеги, я передаю слово Татьяне Анатольевне Ткачу, руководителю магистерской программы «Инклюзивное образование» Сыктывкарского государственного университета. Татьяна Анатольевна, вам слово. Благодарю. Добрый день. Я бы хотела еще дать некоторые комментарии по поводу профессионального образования, и по поводу отношения родителей к выбору профессии. Возможно, отношение родителей к выбору профессии изменилось бы, если была бы возможность реального трудоустройства, и образовательная вертикаль, она не должна заканчиваться профессиональным образованием. У нас образование в течение всей жизни есть. Если были бы рабочие места, то, соответственно, и выбор профессии был бы более осознанным. Говоря о подготовке дефектологических кадров, очень хорошо, что в стратегии звучит наличие профессионального стандарта, но, уважаемые коллеги, он обсуждается с 2015 года. Мы ежегодно собираемся в Москве, и ежегодно нам обещают его принять, и 1 января 2019 года был крайний срок принятия профстандарта дефектолога. Каждый раз это большая дискуссия. И последний раз как раз поднимался вопрос о том, что недостаточно просто перечень тех дефектологических специальностей, которые есть в профстандарте, как раз был вопрос о педагоге, который работает с детьми с расстройствами аутистического спектра. Возможно, поэтому этот стандарт еще обсуждается, но уместно было бы о нем говорить. По поводу неоправданности подготовки дефектологов в рамках бакалавриата тоже этот вопрос обсуждается с 2014 года, но так или иначе на специалитет мы до сих пор не переходим. И наверное, перспектива перейти на специалитет, она очень облачная. Поэтому в данном случае, наверное, нужно рассмотреть вариацию магистерских программ, которые бы специализировали специальных психологов по уровню, как было сказано, дошкольному, школьному, то есть есть специфика работы своя. Но и понимаем, что магистерская программа, она все-таки не дает такой базово-фундаментальной подготовки для того, чтобы выходить и работать. Проблема, которая есть на уровне высшего профессионального образования, еще заключается в том, что ежегодно перед определением контрольных цифр приема мы собираем информацию из специалитетов о необходимости подготовки дефектологических кадров. И муниципалитеты нам говорят, мы не нуждаемся. Нет ставок, нет рабочих мест, да, нет возможности трудоустройства. Поэтому это получается как замкнутый круг. Мы вроде нуждаемся, но не нуждаемся. На сегодняшний день университет готов готовить специалистов в области дефектологического образования по разным профилям подготовки, потому что мы теперь в сетевом взаимодействии с ресурсным центром подготовки к инклюзивному образованию по северо-западу. Это Череповецкий государственный университет, который является нашим ориентиром. Но здесь еще большая проблема в подготовке не только дефектологических кадров, но и педагогических в целом. Потому что дефектолог, он знает хорошо свою работу, хорошо знает свою профессию, а вот учитель, воспитатель, который работает в общеобразовательных группах, в обычных классах, никогда не знает, какой ребенок к нему придет.
И в данном случае, конечно, во все программы ОГСН образования и педагогические науки у нас включены две дисциплины. Это основы специальной педагогики, психологии и технологии инклюзивного образования. Но этого крайне недостаточно для того, чтобы учитель был готов сопровождать любого ребенка в образовательном процессе. Соглашусь с тем, что нужно выстраивать систему повышения квалификации, которая на сегодняшний день, к сожалению, у нас заключается в рамках 16 дистанционных часов, чего крайне недостаточно. И возможно рассмотреть такое создание этой системы повышения квалификации на базе ресурсного центра у Виталия Васильевича. Угу. Спасибо. Да, конечно, уважаемые коллеги. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Мы понимаем, что данный механизм требует обсуждения. Сандрина, я рада, что вы присоединяетесь. Прошу вас высказать свою позицию. Коллеги, еще раз здравствуйте. Я бы хотела все-таки подискутировать с выступившим только что коллегой на предмет ориентации магистерского блока на специализацию психологов. Мне кажется, все-таки возврат к бакалавриату по подготовке специалистов дефектологического профиля наиболее перспективен, потому что грамотное, базовое, комплексное и такое серьезное образование, наверное, с моей точки зрения, можно дать только в формате бакалавриата. Никакие договоры, то есть одно другое не исключает. На уровне бакалавриата, потом специализация. Ну, я думаю, что предложение по бакалавриату надо давать. И это мнение не только нашего региона, это вот как бы первое. Второе, я хочу продолжить предложение Любовь Александровны. Она затронула позицию тьюторства. У нас сегодня уже есть по тьюторам профстандарты, но они не работают, потому что требования по высшему образованию тьюторов, опять-таки с их нагрузкой 36-часовой, они никогда никого устраивать не будут. Я считаю, что вот в этот кадровый раздел нужно включить позицию все-таки о среднеспециальном уровне образования для тьюторов, для того, чтобы этот механизм включился, заработал, и сразу у нас появятся желающие по этому направлению идти в образовательные организации, и специалисты хорошие появятся, сразу проблема будет снята. То есть вот первое по... Да, по ставкам это про другое, скажем, что это область компетенции регионального сегмента. Вообще обсудим другой механизм. Да, просто это не уровень стратегии. И еще я бы хотела предложить, может быть, вот в этот кадровый блок включить позицию о возможности льготного или какого-то такого привилегированного поступления для получения дефектологического образования родителей, имеющих детей с проблемами в развитии. Это будет самая качественная категория специалистов, которая точно пойдет работать в наш отрасль и будет работать именно по тому образованию, которое они получили. И многие родители уже хотят, тут вопрос с возрастом станет, с ЕГЭ и так далее, вот создать для них систему льготного поступления и получения этого образования, мне кажется, это очень перспективный механизм. Спасибо. Спасибо, Светлана Андреевна. Я понимаю, что данный механизм требует обсуждения. Я очень надеюсь, что муниципальное образование подключаются к нашему обсуждению. Уважаемые коллеги, мы ждем официальных предложений, которые должны быть направлены в наш адрес. И я хочу с вами еще обсудить несколько механизмов, которые заявлены. Уважаемые коллеги, в стратегии заявлены организационно-управленческие механизмы, правовые, информационные и финансово-экономические. Уважаемые коллеги, к нам присоединяется Ленько Наталья Владимировна, ведущий специалист, эксперт отдела интернатных учреждений и специального образования Министерства образования, науки и Молодежно-Польской Республики Коми. Всем еще раз здравствуйте. Хотела бы, наверное, сказать про финансирование. Когда я была в Липецке на совещании директоров наших специальных коррекционных организаций, то как раз они говорили про финансирование адаптированных образовательных программ. То, что говорила еще Ольга Викторовна. Что финансирование на самом деле должно быть гораздо выше, чем оно есть сейчас. И прозвучало там такое предложение, что повышение финансирования должно быть поэтапное. И предложения должны разрабатывать сами руководители. И выходить на уровень муниципалитета, выходить на уровень Министерства образования. И чтобы уже мы со своей стороны, как орган исполнительной власти,
Также шли вам навстречу и разрабатывали какие-то нормативно-правовые акты о том, чтобы действительно приводить финансирование в соответствие с тем, что говорит нам федеральный стандарт. Как предложили? Спасибо. Уважаемые коллеги, мы очень рады, что сегодня в нашей аудитории присутствуют представители управления образования города Сыктывкара. Уважаемые коллеги, мы хотим вам передать слово, и именно мы надеемся, что вы нам направите официальное предложение. Уважаемые коллеги, в нашей аудитории, я надеюсь, что есть выступающие, которые могут заявить свою профессиональную позицию. Уважаемые коллеги, кто готов сегодня включиться с нашими экспертами в профессиональный диалог? Коллеги, Максим Алексеевич, это очень важно, что в завершении работы круглого стола Максим Алексеевич обозначит те ожидаемые результаты, пока только свои на обсуждение. Хорошо. Коллеги, ну вот звучало уже неоднократно о том, что это центр, ну, мы его назовем, наверное, мультифункциональный центр, да, и хочу вас вернуть несколько лет назад, вот, правда, в другой немножко аудитории, в другом министерстве, мы долго рассматривали, вот сегодня не присутствуют у нас представители Минтруда, у нас есть революционный центр ЛИМЮ, который является в том числе и стажировочной площадкой, и как раз там дети с сохранным интеллектом, но дети, имеющие инвалидность или ОВЗ. Но проблема в том, что эти дети, абсолютно разные дети, накоплен замечательный опыт, но дети до 4 класса доходят, и дальше они либо идут к нам в образовательную организацию, либо идут в коррекционную школу, либо остаются где, а некоторые родители, которые решаются все-таки ребенка отправить, либо переехать вместе с ним, уезжают за пределы региона. Вопрос стоял давно уже, и он, наверное, должен оставаться на повестке. Это создание вот этого мультифункционального реабилитационного центра. В чем особенность этого центра? В том, что там есть и медицинская лицензия, и образовательная. Он не обязательно может быть там в Минтруде, он может быть, наверное, и под нашей юрисдикцией. Но проблема остается, потому что если сделать все Виталию Васильевичу, ну, мы все равно уйдем в уклон в том, в котором сейчас работает Виталий Васильевич. Учитывая, что база была изначально и заточена под это, и оборудование закупалось. Но инфраструктура учреждения в нынешнем состоянии мы не сможем расширить и сделать мультифункциональность. Поэтому говорить все-таки нужно, но возвращаясь к финансированию, может быть, не с чиновничьей должности, я скажу, что пока не будет некого стандарта, может, да, некой номенклатуры обязательной, в том числе и для регионов, и для муниципалитетов, в учреждениях, которые должны, вот есть у нас номенклатура, что у нас должны быть коррекционные школы на такое-то количество детей, образовательная организация. Вот если этот центр появится в номенклатуре, соответственно, и у Министерства финансов, у депутатов будет основание для того, чтобы это была отдельная статья о том, что такие центры нужны. Потому что проблема есть, проблема уже давно в таком подвешенном состоянии, поэтому ее, наверное, тоже необходимо в предложениях озвучить, чтобы вот это в номенклатуре звучало. Может быть, понятно, что это, скорее всего, будет субъектовый уровень, но сейчас, учитывая, что и нацпроект современная школа, и другие нацпроекты, возможно будет какое-то софинансирование из федерального бюджета на создание вот этой инфраструктуры, вот таких революционных центров. Мы, конечно, обязаны делать в каждой школе, в каждом муниципалитете такие опорные организации, но головной центр все равно должен быть. Потому что мы сейчас с вами собираемся здесь, и вот мазками, там, один, кто специализируется на аутистах, кто специализируется на умственно отсталых детях. Но вот когда это будет все объединено, в любом случае такой центр, наверное, должен быть. Да, и, соответственно, и штаты, скорее всего, под этот центр должны будут быть. И программы образовательные, те, которые сказала Татьяна Анатольевна, потому что в прошлом году посчастливилось быть в комиссии, благодаря Светлане Андреевне, Татьяне Анатольевне, мы как раз выпускали дефектологов. Я, наверное, разделяю точку зрения Татьяны Анатольевны, что действительно, и Светланы Андреевны тоже, что бакалавр для выпускника школы это мало, для того, чтобы вышел в работу с нашими детьми. Татьяна Анатольевна, помню, какие у нас были дискуссии, давать все-таки диплом государственного образца людям или не давать. Когда заочники, это другое дело. И когда действительно, вы сказали, что педагоги, может быть, для педагогов переобучение, наверное, будет более правильным. Для того, чтобы говорить для родителей, но опять же мы должны понимать, какие родители. Те родители, которые не могут сейчас найти работу, потому что они сидят со своими детьми, они занимаются, да, они, может быть,
благодаря этому образованию придут. Но как же, опять же, они оставят ребенка, когда ей надо учиться и получать хорошее качественное образование. Заочно тоже мы опять же скажем, что... Вот. У нас сейчас есть много и демографических, и проект демографии, где мы должны и предпенсионеров, да, готовить, в том числе, наверное, и педагогов, которые уже предпенсионного возраста, но насколько они, возможно, там посмотреть целевые группы для обучения. Потому что Анатолий правильно говорит, что заказа как такового на сегодняшний день у университета нет. Ни от муниципалитетов, ни, соответственно, от республики, ни от Министерства экономики, потому что запрос нет, все ставки вроде заняты, штатные требования к штатным расписаниям утверждены, хотя, насколько я понимаю, на примере образовательной организации можно менять и штаты, и увеличивать количество, и опять же в ущерб, наверное, другим направлениям, потому что директор все равно видит, что ему нужно и какие специалисты нужны. А дополнительных пока говорить, конечно, сложно, но, может быть, благодаря стратегии и о том, что, опять же, эти нормативы будут утверждены, может быть, нам удастся каким-то образом сменить вот нормативы, да, может быть, учитывая ваш опыт, сказать, какие нормативы более бы приемлемы для эффективной работы, особенно касается психологов, дефектологов. Вот. Может быть, они должны быть действительно увеличены, потому что мы сейчас говорим о тьютерах, определяем, но не говорим о дефектологах, о психологах. Вот, я думаю, что здесь, наверное, тоже это будет. Вот. И этот же центр, наверное, бы стал в том числе и профориентационной площадкой для того, чтобы и нашим профессиональным образовательным организациям знать, кого готовить, и работодатели бы могли знать, вот какой контингент есть, учитывая, что у нас есть и квотирование для людей с инвалидностью. Поэтому такой центр, наверное, нужен. Но вот сейчас, вот, анализируя то, что есть в Сыктывкаре, конечно, это сложно найти даже помещение. Потому что я помню, большое количество вариантов было, но они все по каким-то причинам не соответствуют, потому что мы понимаем, что это должен быть все равно, наверное, и с возможностью проживания детей, и это должны быть не обязательно дети-сироты. Вот. Но я думаю, что этот вопрос надо также дальше продолжать. Спасибо, Максим Алексеевич. Уважаемые коллеги, к нам присоединяются наши эксперты в студии. Далее, Александр, пожалуйста. Я должна озвучить свое приглашение. Да? Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Цветкова Анна Валентиновна. Я являюсь заместителем руководителя территориальной психолого медико-педагогической комиссии Сыктывкара, заведующей по работе с детьми муниципального учреждения дополнительного образования Центра психолого-педагогической медицинской социальной помощи. У нас очень мало предложений, так как я являюсь как раз специалистом коррекционной педагогики, у меня образование именно, я учитель-логопед по образованию, то меня больше всего, конечно, волнует именно количество специалистов в нашей республике и в городе в том числе. Да? Поэтому одно из наших предложений, первое, это прописать четко нормативные показатели на каждого специалиста психолого-педагогического сопровождения по направлениям деятельности. Это и тьюторы, это и учителя-логопеды, это и сурдопедагоги, и тифлопедагоги. Потому что достаточно давно были письма о нормативных показателях количества детей, да, на каждую ставку у педагога, да, и педагога-психолога в том числе. И все-таки пересмотреть эти нормативы надо, потому что количество детей с ограниченной возможностью здоровья растет, нагрузка увеличивается на специалистов, и действительно, поэтому у нас и нехватка. И второе, это специалистам, работающим с детьми с инвалидностью и ограниченной возможностью здоровья, вернуть 20% надбавку, которую у нас в этом году сняли у всех в республике, кроме, я так знаю, Ухты, потому что все это было на усмотрение муниципалитета, и, конечно же, у нас специалистов отток идет. Да? И учесть все-таки рост количества детей с тяжелыми множественными нарушениями, у нас он растет. Да, это те дети, которые имеют множественные нарушения в развитии, обеспечить их обучение все-таки в специальных коррекционных образовательных организациях. К сожалению, так как я работаю именно в комиссии, да, и мы выполняем еще и методическую помощь для педагогов нашего города, да, образовательных организаций, достаточно тяжело таких детей обучать без специалистов в образовательных организациях. Спасибо, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы представляем базовую профессиональную образовательную организацию Сыктывкарский колледж сервиса и связи. Все проблемы инклюзивного образования в стратегии указаны. Мы, конечно, их поддерживаем.
Но мы бы хотели сказать о своей наболевшей проблеме как базовой профессиональной образовательной организации. Это проблема дорог, это проблема архитектурной доступности зданий. Финансирование на создание архитектурной доступности зданий не осуществлялось уже давно для базовой профессиональной образовательной организации. Дороги у нас в отвратительном состоянии. Наши дети с инвалидностью, а у нас дети обучаются с нарушением опорно-двигательного аппарата, есть дети тяжелые, которым передвигаться очень тяжело на хорошей поверхности, не говоря уже о наших дорогах. Поэтому хотелось бы, конечно, да, чтобы проблемы финансирования архитектурной доступности вопрос решился положительно для инклюзивного образования. Ну а все остальные проблемы, конечно же, они существуют. Это и проблемы профориентационной направленности, это работа с родителями, это работа с общеобразовательными школами. И мы, как базовая профессиональная образовательная организация, выходя на профориентацию в школы, тоже видим ряд проблем. Это и не очень хорошо нас могут даже ждать в школах. Некоторые школы нас не принимают. И есть уже случаи, когда родители пишут отказы от информирования и консультирования по вопросам получения профессионального образования. И в этом году такой случай был. Поэтому это очень больное, и мы бы хотели, чтобы вот это взаимодействие у нас все-таки развивалось, не говоря уже о межведомственном взаимодействии, что вопросы трудоустройства, они тоже у нас остро стоят, но мы надеемся, что мы инклюзивное образование только начинаем, да, и оно активно вступит в свою фазу, и все вот эти проблемы, они, конечно, в связи с принятием данной программы решатся. Да, уважаемые коллеги, мы будем завершать официальное обсуждение стратегии. Я в продолжении темы просто не сказал. В прошлом году столкнулись с такой проблемой, что вот сейчас везде стоит тренд инклюзия, социализация детей, в том числе детей-сирот, с детьми родительскими. Но мы столкнулись с очень большим противостоянием со стороны родительской общественности. Особенно родительской общественностью, когда мы только говорим о том, что необходимо использовать, объединять ресурсы, те, которые есть в коррекционных школах, они зачастую получше, чем вообще образовательные. Поэтому здесь, наверное, тоже в стратегии, может быть, этому особое внимание уделить именно работе с родителями, популяризации, как там сказано, повышению имиджа. Ну, не знаю, такой может быть бредованность, но мы на протяжении, наверное, 10-15 лет с вами по телевидению наблюдаем очень четко, когда выходит какой-то сериал, который популяризирует ту или иную профессию. Там, сначала мы милиционеров с вами видели, потом у нас Склифосовский пошел, потом еще кто-то пошел. Может быть, здесь тоже в стратегии для популяризации имиджа, понятно, учители тоже. Учители, к сожалению, забыты. И не сказать, что у нас учители, как правило, последние сериалы это были в негативном тренде. Вот. И здесь может быть как раз вот с акцентом, во-первых, деток с инвалидностью, обычных детей. Вот, к этому, может быть, еще призвать федеральный орган о том, чтобы, может быть, в этом пути еще работать популяризация и профессии, и психолога, и дефектолога, ну и, может быть, как раз вот этой инклюзии. Спасибо, Максим Алексеевич. Мы внимание обращаем на это, что действительно, к сожалению, нет ни одного направления, которое связано с медийной поддержкой, стратегией. И здесь мы понимаем, что кроме взаимодействия органов исполнительной власти, без средств массовой информации, без формирования правильного отношения именно к инклюзии, к инклюзивной культуре, мы, к сожалению, не сможем получить те ожидаемые результаты, которые сегодня заявлены. Уважаемые коллеги, я благодарю экспертное сообщество за то, что вы приняли решение, нашли время, и сегодня мы сформировали республиканскую профессиональную позицию на основе тех предложений, которые заявлены экспертным сообществом. Мы завершаем республиканское обсуждение стратегии развития образования обучающихся с особыми образовательными потребностями в Российской Федерации. Мы сегодня заявляем о том, что на основе всех полученных предложений будет сформирована резолюция круглого стола, которая будет направлена всем участникам круглого стола, а также тем, кто находится сегодня в муниципальных образованиях и подключены сегодня к нашему обсуждению. И по итогам уже обсуждения текста резолюции, Максим Алексеевич, мы направляем нашу резолюцию уже на уровень Российской Федерации. Надеемся, что коллеги также успеют обсудить.
и Министерство здравоохранения, мы надеемся, и те, кто сегодня, к сожалению, не смог к нам подойти. Уважаемые коллеги, мы благодарим всех вас за то, что вы были вместе с нами. Мы надеемся на продолжение профессионального диалога в рамках уже республиканской конференции «Инклюзивное образование», которая состоится 16 мая. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо.